Хороший выдался день. Над безбрежно белыми заснеженными саразеками, сколько хватало глаз и слуха, лежала белая первозданная тишина. Вокруг, таинственно укрытая снегом, простиралась степь, грядами, холмами, равнинами. Небо над саразеками излучало матовый цвет и короткое полуденное тепло. Ветерок чуть слышно ластился к уху, а впереди по железной дороге шел длинный красно-охровый состав, и два черных паровоза, сцепленных цугом, тащили его, дыша в две трубы. Дым из трубы зависал в воздухе медленно тающими, плывущими кольцами, и, приближаясь к семафору, ведущий паровоз дал сигнал длинный, могучий гудок. Дважды повторил, неся в себе весть. Поезд был сквозной. Он прошумел через разъезд, не сбавляя скорости, мимо семафоров и полдюжины домиков, неловко прилепившихся почти у самой линии, хотя столько простора было вокруг. И снова все стихло и замерло. Никакого движения. Лишь над крышами берлинских домов вили сизые печные дымки. Все замолчали. Даже разгоряченные ездой ребятишки присмирели в ту минуту. Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, саразеки, середины земли желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана, а поезда шли с востока на запад и с запада на восток.